На протяжении многих лет семья Трапезанян снимает жилье. Ирина – мать-одиночка, воспитывающая 3 детей. Кроме того, в семье живут малолетний брат и сестра, а также мама и бабушка Ирины. То есть в небольшой съемной квартире ютятся 3 взрослых и 5 детей. Женщины по очереди ведут хозяйство и присматривают за детьми. По выходным Ирина работает диспетчером в службе такси. У нас вообще изначально был такой домик маленький в центре города, барачного типа, если знаете, где Бомбей, в том районе. Мы там жили, все нормально было. Потом так случилось, что когда было наводнение в 2014 году, нас так затопило, что там частичный ремонт, что был, в общем, все у нас попортилось. Мы смогли потом продать его и купить на районе, но за эту сумму мы смогли только такую разбитую квартиру купить. Она у нас так и стоит уже много лет, мы снимаем, получается, снимаем на пенсию бабушки. Однако с недавнего времени хозяйка квартиры решила поднять цену за жилье и начать ремонт. Семья Трапезанян, находящаяся и без того в непростом финансовом положении, не может позволить себе дополнительные расходы. У нас вообще договор в этой квартире. Мы не думали, что вообще так произойдет, что она поднимет. То есть она говорит, я сейчас в декрете, и мне нужны деньги, она в России сама живет, хозяйка. А я поднимаю, мы 8 платим, а сейчас она до 11 хочет поднять, и плюс она хочет начать ремонт, то есть трубы менять полностью. С детьми жить невозможно будет, это не искупаться, ничего, если трубы будут менять. И плюс мы не осилим просто 11 уже платить за квартиру. Какая-то копейка нам приходит, мы то за квартиру заплатим, то в детей вложим. 2 моих детей еще и болеют. Я до сих пор они на лечении у меня. У одного ребенка НК-пресс, диагноз с кишечником связано, у девочки аллопеция. Главная мечта семьи Трапезанян – переехать в собственную квартиру, но в данный момент она непригодна для проживания. Это практически пустая бетонная коробка. Здесь нет разводки электричества, водопровода и канализации. Отсутствует какая-либо отделка стен, пола и потолка. Мы как-то на тот момент более все у нас, можно сказать, почти работали, и мы смогли собрать сумму, чтобы хотя бы окна поставить, чтобы никто не залазил, ничего такого. И балкон мы закрыли, он у нас был открыт в комнате. В принципе, у нас на этом остановилось все. Мы как-то пытались по чуть еще собирали, купили материал на ванну. Может, там весь материал почти, то есть только надо сделать. Чтобы многодетная семья не осталась на улице, ей требуется финансовая помощь. Необходимая сумма на ремонт жилья – 500 тысяч рублей. Помочь можно с помощью перевода средств или же через мобильный кошелек. Все подробности по телефону фонда волонтеров Анна София 779 74 85. Без поддержки милосердных людей семье Трапезанян не справится. Эсма Гуланзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение.